правда, папа в бегах. Пап, ты где находишься? Расскажи. Вот звоню папе. Я нахожусь сейчас в Турции. А зачем в Турцию поехал? Ну, как это так? Я сначала не знаю, я простой человек. Мой дом там как охрана, все наехали, говорят, что как будто я какой-нибудь там террорист. Просто ты когда позвонил, я должен был выехать. Там жизни нет в Туркменистане. Я тебе честно сказать. Он мне, я если, не дай бог, приеду, мне сразу как закрывают. За что пап тебя закрывать? Ты что-нибудь совершил? Ты просто мой папа. Ничего я не Из-за того, что ты мой папа, да? В Туркменистане надо 24 часа в сутки, из 24 часов каждую минуту только хвалить и величать нашего этого президента. До такой степени его надо величие поднять, что все, стихи, песни и кланяться. Он уже себе возомнил, Бог, он уже хочет скоро полететь в космос и Богу сказать, ты слезь, ты не Бог, я Всевышний. До такой степени у него крыша поехала, он не имеет никаких границ, нет от его похвалы. Что уже народ он превратил нечто, ничего, не люди, там неодушевленный предмет он превратил. Неодушевленный предмет превратился, но люди там не имеют чувства собственного достоинства. И самый в мире, вот кто русофоб, это он. Он готов. Я вот мне георгиевские ленты, сынок, в машине, да. Ага. Я эти ленты раньше, года 4-5, я их вешал. Года 4-5 ничего не говорил. Вот потом уже вот как 3 года, 4 года начали придираться до ленты. Я же рассказывал тебе, помнишь? Да. Я сцепился с ними. Они мне начали вырывать ленты, но писали штрафы. Но, говорят, если будешь сопротивляться, мы тебе, говорят, 15 суд закроем, даже дело начали возбудить. Ты против своего президента идешь. Как я могу против президента пойти, когда эта лента, георгиевская лента, я родился в СССР. Моя столица была Москва. Мы выросли. В 1956 году я родился, я вырос, мне учили, обучали русские, я благодарен, недоволен. Мои дяди, мои мамин братья погибли на фронте. Один из них даже имеет заслуги под наградами. Герой Советского Союза Айдолда Такирова. Мама получала 61 рублей, а моя бабушка получала 59 рублей 15 копеек. Он лейтенантом был. А здесь учителем был, у него бронь был, он добровольцем уехал на фронт. И вот это все, представь себе, я ленту, георгиевскую ленту, я обязан, так сказать, нас учили, мы каждый день жили только так, что вдруг завтра война, патриотизм был у нас, нам ничего не надо было, мы только знали защищать родину, защищать свой народ. Все, и тут сейчас как Советский Союз разрушился, мы никого, мы только знаем, только все правоохранительные органы, все люди, все народ должны защищать одного человека. Если человек хоть был бы достойный, он никакой, у него нет достоинства. Он тряпка, он просто он как его сделал, стал президентом. Даже голоса, которые он взял 99% или 98%, это все формальность, он даже 10% не может взять. Голоса были сфабрикованные. Его сделали, он стал президентом. Сейчас сына готовит. И за народ я лично сам, сынок, я тебе говорю, во времена отец отвечает, я сам тебе внушал, говорил, да, несправедливо, неправильно, все его действия, то, что он творит, то, что народ он гнобит. Есть люди хорошие тут места. Он хороших людей закрывает, убивает и бесследно они исчезают. Все его порода, это уже за 1000 перевалило. Все его породы, все вот Туркменистан, они разделили по частям, раскромсали, а народ у них как уже холопы тут лучше жил при царском режиме, холопы лучше жили. Сейчас как наш народ вообще существует, не имеет свое мнение, духом сломленные, в очередях стоят, и попробуй выскажи что-нибудь, пресекается сразу, ты как я, сынок, пожил, мне 63 года. Да. Я ничего не боюсь. Мне вы дети, я, как говорится, чем 300 лет и жить и класть,
кланяешься этому негодяю, лучше один день скажи, потом